Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я, Динара Аргин. Сегодня в выпуске. Можно назвать Нур-Султан, можно назвать Назарбаев, столица. Депутаты казахстанского парламента предлагают в 4-й раз переименовать столицу страны. Теперь в честь лидера нации Нурсултана Назарбаева. Наименование города не отражается на здоровье человека. 3 тонны благотворительных лыж застряли на кыргызской таможне. Лыжи для малообеспеченных кыргызстанцев собирали всей Швейцарии, но бесплатно раздать их в республике никак не получается. Мне нужны от них лишь печать и подпись. Но я, если честно, не хочу платить никаких коррупционных денег. Литва всерьез готовится к российскому вторжению. Военные считают, что россияне будут наступать из Белоруссии в сторону Калининграда. Или наоборот. Население в угрозу до конца не верит. Лично я угрозы не чувствую, но когда почитаешь в интернете, послушаешь о том, что происходит с обеих сторон, то да. 436 килограммов и 10 тысяч калорий в день. Самый большой человек Пакистана мечтает стать бодибилдером номер 1 в мировом списке. Согласно диете, я получаю 10 тысяч калорий в день. Это дает мне силы и увеличивает мою стойкость. Казахстанские депутаты предложили в очередной раз переименовать столицу республики и назвать ее именем президента Нурсултана Назарбаева. Депутаты также предложили внести изменения в Конституцию, которые, по их мысли, должны увековечить роль и идеи президента. Пока неизвестно, что думает по этому поводу сам лидер нации. За ним последнее слово. С подробностями Айнур Коскина. За 25 лет независимости Казахстана нынешняя столица государства переименовывалась трижды. Целиноград, Ахмула, Астана. Теперь в названии главного города страны предлагают увековечить память первого президента Нурсултана Назарбаева. С такой инициативой на совместном заседании палат парламента выступил депутат Мажилиса Куаныш Султанов. Необходимо воздвигнуть в столице монумент Тәуелсіз Казахстан. Предлагаем отметить в Конституции страны выдающийся вклад в строительство нашего государства первого президента, лидера нации Нурсултана Абишевича Назарбаева, отразить имя Елбасы в наименовании столицы и других важных объектов страны. Предложения депутата были взяты за основу декларации 25-летней независимости, которую парламентарии приняли единогласно. Председатель Конституционного совета Игорь Рогов считает, что окончательное решение по внесению изменений в Конституцию остается за главой государства. И если будет принято решение закрепить предложение депутатов о роли президента и его идеи «Мәңгілік ел», то, скорее всего, это будет отражено в преамбуле основного закона государства. Окончательное решение за главой государства. Он может или направить это на республиканский референдум, или направить этот законопроект в парламент, где будет рассматриваться. И будет ли принято такое решение, не будет ли принято такое решение президентом, я сейчас сказать не могу. Депутаты Мажилиса уже предлагают свои названия главного города страны. Мне трудно определить сейчас какое-то название, так сказать, идет, потому что я думаю, что все-таки должно быть фамилия Назарбаева в названии столицы. Можно назвать Нур-Султан, можно назвать Назарбаев, столица. Вот. Так что это предложение народа. Мажилисмены говорят, что с предложениями переименовать столицу выступает народ. Тем временем сам народ даже не подозревает об этом. Я не знаю, я житель с 59-го года, был Целиноград, конечно, наш любимый город. Астана, Астана, это же переводится столица, пусть так она и останется. Наименование города не отражается на здоровье человека. Нет, Астана должна быть Астаной, мне кажется, это же столица. Нормально. Я отрицательно отношусь. Почему? Кто создал город? Назарбаев, да? Народ создал же. Мне кажется, пусть остается Астаной. Пусть будет Нурсултан. Его же заслуга есть в том, что Казахстан достиг многого. Когда появилась информация, что он заболел, я переживала. Пусть будет жив-здоров. Думаю, Астана лучше, пусть остается. Его вклад всегда неоценим в любом случае в развитии нашего Казахстана, поэтому, я думаю, можно и не переименовывать город.
Это уже не первая инициатива с переименованием столицы в честь Нурсултана Назарбаева. Почти 10 лет назад бывший глава КНБ и руководитель охраны президента Саад Тохпахпаев предлагал назвать Астану городом Нур-Султан. Спустя 2 года тогдашний посол Азербайджана в Казахстане предложил более креативное название – Султан-Ата. Но все эти инициативы не были поддержаны самим Назарбаевым. Какова реакция президента Казахстана на новую инициативу, пока неизвестно. А парламентарии уже торопят события. В данной ситуации тянуть этот вопрос на года, нет смысла. Вот он посыл прошел, вот он прошло предложение обществу обсудить. И я уверен, что месяца вполне достаточно, чтобы определиться по ключевым каким-то понятиям. Автор идеи с переименованием столицы Казахстана утверждает, что этот процесс не требует больших капиталовложений. Между тем, по предварительным подсчетам экспертов, на печать новых документов столичных жителей, изготовление вывесок, указателей, новых карт и многих других документов, в которых обозначено прежнее название города, потребуется порядка 40 миллиардов тенге или 115 миллионов долларов США. Айнур Коскина, Ганизат Оспанов. Настоящее время. Кыргызские пограничники не пропускают в республику гуманитарный груз. Это 3 тонны лыжной экипировки для малообеспеченных кыргызских семей, которые собирали всей Швейцарии. Спортивное снаряжение планировали раздать бесплатно, но из-за бюрократических проволочек не получилось. Подробности Меджибек Бегалиева. Все, что смогла, Эдда привезла с собой в багажном отделении самолета. За перевес швейцарке пришлось заплатить несколько сотен долларов. Так она смогла доставить в Кыргызстан хотя бы часть груза. Все остальное не пропустили кыргызские таможенники. За 3 тонны лыжного снаряжения с Эдды требуют огромные пошлины. То, что спортивный инвентарь будет раздаваться в республике бесплатно, чиновников не интересует. Я частное лицо, у меня нет благотворительной компании. Я все делаю сама. Сейчас у меня требуют бумажку от правительства с печатью, которая поможет провести груз без уплаты налогов. Но проблема в том, что они не дают мне этой бумажки. Бумажка Эдда называет заключение Минсоцразвития о том, что груз у нее некоммерческий и что лыжное снаряжение ей собирали простые швейцарцы в качестве благотворительности. У них столько полномочий. Мне нужны от них лишь печать и подпись. Но я, если честно, не хочу платить никаких коррупционных денег. Я хочу быть честной до конца. Я делаю это для кыргызских людей. Я делаю это не для себя. Я не занимаюсь бизнесом. На то, чтобы собрать всю эту экипировку, я потратила 400 часов. Если бы мне заплатили за это время, я была бы уже богатой. А пока 3 тонны лыжной экипировки пылятся в одном из швейцарских подвалов. И если война с кыргызской бюрократией туристкой будет проиграна, все это придется снова раздать европейцам. Кыргызы себе не могут позволить купить хорошую лыжную экипировку. Я видела цены в нескольких магазинах. Там очень дорого. После того, как я узнала побольше о местном отношении к клиентам, я поняла, что в магазинах заряжают очень большие цены. Поэтому люди не могут позволить заниматься лыжным спортом. О том, что Кыргызстан часто сравнивают с ее родиной, Эдда слышала не раз. Но приехав сюда, из общего между двумя странами туристка обнаружила разве что природу. И она, по мнению швейцарки, здесь намного красивее. Горы здесь невероятны, как в раю. У вас столько возможностей для того, чтобы развивать лыжный спорт. В швейцарских горах дома стоят через каждые 10 метров, а у вас пустые долины. Это очень красиво. О своих проектах Эдда, по ее признанию, рассказывать не любит, и интервью она дала лишь по одной причине. Возможно, о ее проблеме узнает кто-то из властей, и тогда благотворительный груз, так и не доехавший до адресат, привезут в Бишкек. Меджибек Бегалиева, Азат Интумаков. Настоящее время. Бишкек, Кыргызстан. Узбекские студенты отметили пляской завершение сбора хлопка и возвращение в учебные заведения. По решению властей в хлопкоуборочной кампании участвуют практически все жители страны, от детей до пенсионеров. В среднем на хлопковые поля ежегодно отправляются около 200 тысяч студентов, где они проводят по 2 месяца. Неудивительно, что окончание хлопковой кампании для молодых людей превращается в праздник. Теперь они смогут вернуться к занятиям до следующего призыва. Несмотря на то, что крупные компании отказываются покупать узбекский хлопок из-за применения в республике принудительного труда, власти Узбекистана продолжают его использовать, так как выручка от продажи хлопка сырца составляет не менее $1 миллиарда. Далее в программе. Литва всерьез готовится к российскому вторжению. Военные считают, что россияне будут наступать из Белоруссии в сторону Калининграда. Или наоборот. Население в угрозу до конца не верит. Лично я угрозы не чувствую, но когда почитаешь в интернете, послушаешь о том, что происходит с обеих сторон, то да.
436 килограммов и 10 тысяч калорий в день. Самый большой человек Пакистана мечтает стать бодибилдером номер 1 в мировом списке. Согласно диете, я получаю 10 тысяч калорий в день. Это дает мне силы и увеличивает мою стойкость. Украинский так называемый безвиз с Европой, это сокращение от словосочетания «безвизовый режим», похоже, так и останется всего лишь обещанием. Напомним, что на сайте президента Украины месяц назад появилась цитата Петра Порошенко. «Не имею ни малейшего сомнения, могу даже сказать, до какой даты это произойдет, до 24 ноября, ибо 24-го состоится саммит Украина-ЕС, и мы договорились». Однако у администрации Порошенко другая информация по поводу возможной отмены виз с Европой для граждан Украины на ближайшем саммите Украина-ЕС. Замглавы администрации президента страны Константин Елисеев в интервью РБК Украина заявил, что 24 числа в Брюсселе не будут озвучивать дату начала безвиза, мол, такого и не планировалось. На нем только подведут итоги сотрудничества Украины с ЕС, а также выполнение Минских мирных соглашений и продление антироссийских санкций. Петр Порошенко, начиная со дня своей инаугурации, регулярно обещает украинцам введение безвизового режима в Евросоюз. И практически в каждом подобном заявлении президент называет новые сроки. Но ни один его прогноз пока не сбылся. В Европе предстоит целая череда выборов руководителей крупнейших ее государств. Канцлер Германии Ангела Меркель, которая находится у власти уже 11 лет, заявила о намерении баллотироваться на 4-й срок. Определяются кандидаты на президентский пост и во Франции. Там по итогам праймериз правоцентристских сил из предвыборной гонки навсегда выбыл экс-президент Николя Саркози. А фаворитом центристов неожиданно стал бывший премьер-министр Франсуа Фийон. Его называют темной лошадкой, спокойным правым и другом Путина. По прогнозам, он будет бороться в 2017 году с кандидатом от французских ультраправых Мари Ле Пен. В персоналиях европейской политики разбиралась Екатерина Бучнева. Ангела Меркель праздновала победу на выборах трижды. В 2005-м она стала первой женщиной, занявшей пост канцлера Германии. В 2009-м осталась у руля, проведя страну через финансовый кризис. А в 2013-м триумфально пошла на 3-й срок, получив наибольшую с 90-х годов поддержку для Христианско-демократического союза. В воскресенье 62-летняя Меркель объявила, что намерена баллотироваться и на 4-й срок. Сегодня я сказала членам президиума и руководству моей партии ХДС Германии, что я готова на партийном съезде в Эссене 6 декабря баллотироваться на пост председателя партии. В моем понимании это неразрывно с намерением бороться на выборах 2017 года за пост канцлера Федеративной Республики Германии. Однако легкой победы на этот раз не ожидает никто. Селфи с мигрантами и политика открытых дверей пошатнули позиции Меркель. После того, как Германия приняла почти 1 миллион беженцев из Африки и стран Ближнего Востока, все громче стали звучать голоса националистов. Они называют Меркель мультикультурной мамой и обвиняют ее в миграционном кризисе. На региональных выборах в марте именно правые популисты из партии «Альтернатива для Германии» стали главными соперниками христиан-демократов. Хотя рейтинг Меркель, даже упав, остается весьма высоким. По последним данным, ее поддерживают более половины немцев. Впрочем, отсутствие альтернативы может сыграть и против нее. Многим людям это надоело, то, что такая пустота на политическом пространстве. Некоторые же говорят о смерти политики вообще. Критики уже говорят, что партии стали очень похожи друг на друга, этаблированные партии. И на этом фоне вырастают радикали, на этом фоне правая альтернатива для Германии набирает очки. Зашататься без Меркель может и весь западный мир, говорит Райт Шустер. За 11 лет на посту канцлера Германии она заслужила международное уважение, улаживая один кризис за другим. От упадка еврозоны до украинского конфликта, дефолта Греции и Брексита. А после победы в США правого популиста Трампа Меркель осталась на мировой арене чуть ли не единственным носителем либерально-демократических ценностей. Тем временем во Франции в президентской гонке появился новый фаворит. Экс-президент Николя Саркози выбыл из борьбы в первом же туре правоцентристских праймериз. Там его внезапно обошел бывший премьер-министр его правительства Франсуа Фийон. Он получил порядка 44% голосов. Это вдвое больше, чем у Саркози. Экс-президент признал поражение и тут же выразил поддержку Фийону.
Как и всю политическую жизнь, я придерживался своих ценностей. Я боролся за то, во что верил со всей страстью, и служил исключительно интересам Франции. Мне не удалось убедить большинство избирателей. Я отношусь к этому с уважением и принимаю их желание выбрать других политиков для будущего Франции. Во втором туре через неделю Фийону будет противостоять еще один бывший премьер Ален Жупе. В первом туре он набрал 28% голосов. По опросам Фийон до последнего проигрывал и ему, но теперь может рассчитывать на победу. Его неожиданный успех объясняют убедительным выступлением на теледебатах и взвешенной программой. В экономике он либерал, в социальной сфере консерватор. Месяцами и месяцами я усердно вспахивал свою борозду, оставаясь верным своему манифесту. Я не отступлю от него. Я ориентируюсь на французский народ и интересы моей страны, которую я люблю всем своим сердцем. Про внешнеполитические взгляды Фийона известно немного, хотя некоторые СМИ уже успели окрестить его другом Путина. Фийон противник санкций, он друг не столько Путина, столько России. Он принял участие в юбилейном Валдайском форуме, куда его пригласил его давний знакомый Путин. Они оба были премьерами в одно и то же время, и поэтому отношения у них сложились в то время горизонтально. Они занимали параллельные должности во Франции и в России. Поэтому это, мне кажется, не столько какой-то фаворитизм или близость к России, это скорее желание перебалансировать роль Франции между западным блоком, НАТО, Соединенными Штатами и экономическими партнерами, как Россия и Китай. На президентских выборах весной следующего года победитель правоцентристских праймериз будет бороться с Марин Ле Пен, лидером Национального фронта и одним из самых популярных политиков страны. По опросам она могла бы обойти Николя Саркози, но проиграла бы социал-консерватору Алену Жупе. О том, как сложатся выборы, если в финал вместе с Ле Пен выйдет Франсуа Фийон, у социологических служб данных нет. Впрочем, как показывает практика, они все реже могут предсказывать исход политических битв. Екатерина Бучнева, «Настоящее время». В то время как Москва укрепляет свои военные базы в Калининграде, Литва продолжает увеличивать финансирование оборонного сектора. Кроме того, вернули всеобщий военный призыв, а через несколько месяцев в Литве ждут первый батальон НАТО под руководством Германии. Как Литва живет в ожидании возможной агрессии со стороны России, в репортаже Дениса Тарасенко. Если вооруженный конфликт между Россией и НАТО когда-нибудь произойдет, то начнется он здесь, в Сувалкском коридоре. По крайней мере, так говорят в Литве. С одной стороны Беларусь, с другой Калининградская область. Узкая полоска в 65 километров. Молниеносная операция, и Литва, Латвия и Эстония полностью отрезаны от Евросоюза и НАТО. О возможном нападении со стороны России в Литве говорят регулярно. Уже 2 года, как снова введен обязательный призыв в армию. Издаются книги о вооруженном и ненасильственном сопротивлении гражданского населения оккупантам. Даже специальную методичку для учителей подготовили, по которой в школах теперь рассказывают, кто именно Литве угрожает и как от этого защититься. В нее входят как теоретические знания, так и определенные ссылки и советы, как можно применить знания о защите и обороне государства. Эта книга приспособлена для педагогов любых предметов. Подобные брошюры для Литвы совсем не новинка. Только Минобороны выпустила 3 подобных сборника. В них минимум дипломатических формулировок. Из текста ясно понятно. Подобная подготовка населения – это сигнал России. В первой части больше информации о действиях России в различных регионах и, в частности, в Украине. Указаны формы как гражданского сопротивления, так и помощи бойцам. Вторая часть содержит советы по сбору и передаче информации на оккупированной территории. Следующая часть информирует о способах выживания и ориентирования в полевых условиях. Книга издана, чтобы помочь народу Литвы подготовиться к защите своего государства и показать потенциальному врагу или агрессору, что на каждом шагу он встретит серьезное сопротивление. Думаю, это средство должно заставить агрессора отказаться от желания пересечь границы Литвы. Ни одна армия не защитила государство за счет одних лишь профессиональных военных. Всегда свой вклад в победу вносят и граждане. Говорили сегодня на специальной парламентской конференции, куда поделиться опытом прибыли и представители Украины. В рассматриваемом проекте стратегии национальной безопасности Литвы огромное влияние уделено вовлечению гражданских лиц в оборону государства. Стимулировать это можно разными способами. Оккупация Крыма дала толчок, и наши добровольцы, простые люди, пресса, стали активнее в этом вопросе.
Несмотря на откровенный посыл властей, простые жители пока не сильно переживают из-за возможного военного конфликта. Насчет угрозы независимости Литвы на самом деле не сильно чувствуется эта угроза. Да, пресса говорит как зарубежная, так и местная. Однако неизвестно, насколько поменяются взгляды России. Чтобы вот так чувствовал, то этого нет. Но когда существуют вызывающие действия крупных государств, то, конечно, на них нужно осмысленно реагировать. А так как Литва входит в НАТО, нужно реагировать совместно. А паниковать, кричать, что нас завоюют, этого делать не стоит. Лично я угрозы не чувствую. Но когда почитаешь в интернете, послушаешь о том, что происходит с обеих сторон, то да. В самой Литве как раз в эти дни проходят масштабные учения 9 стран НАТО «Железный меч». В них задействовано 4000 солдат. Опасения литовских политиков усиливаются из-за стремительного наращивания военной группировки в Калининградской области, куда на днях доставили береговые ракетные комплексы «Бастион». Они способны уничтожить морские и наземные цели в радиусе 350-450 километров. А значит, опасается в Литве, Балтийское море будет полностью закрыто для военной помощи со стороны НАТО. К слову, от Калининграда до центра Вильнюса, где сегодня прошел военный парад в честь Дня литовской армии, по прямой 300 километров. Денис Тарасенко, «Настоящее время», Вильнюс, Литва. В Узбекистане состоялся чемпионат республики по бодибилдингу и фитнесу. В нем приняли участие лучшие бодибилдеры республики, которые не только подтверждали свой высокий статус, но и боролись за внушительные для страны денежные призы. По итогам турниров абсолютным победителем и обладателем кубка стал Павел Умирзаков. Ему вручили сертификат на 15 миллионов сумов. Остальные призеры также получили денежные призы по 1 миллиону сумов. В состязании помимо мужчин участвовали и женщины-бодибилдеры. Для консервативного Узбекистана их выступление стало настоящей сенсацией. Они выходили на сцену в откровенных купальниках, что вызвало восторг у зрителей. А вот пакистанский бодибилдер и борец, самый большой человек в стране, Хизар Хаятхан, решил стать бодибилдером номер 1 всего мира. Ему 24 года, но он уже весит больше, чем 3 и даже 4 обычных человека. Сам Хан говорит, что его вес составляет сейчас 436 килограммов. Каждый день он потребляет еды на 10 тысяч калорий, чтобы поддерживать форму. Я в себе уверен, да и силы у меня хватает. Посмотрим, что выйдет. Но лично я настроен подняться на самый верх и стать номером 1. Согласно диете, я получаю 10 тысяч калорий в день. Это дает мне силы и увеличивает мою стойкость. В Пакистане Хизар Хаятхана называют «пакистанский Халк». Сам бодибилдер говорит о том, что он хотел бы стать еще больше. О его диете ходят легенды. Говорят, что он съедает за раз 4 курицы, 3 дюжины яиц и выпивает 5 литров молока. Я хотел бы представлять Пакистан в МФР. Да и поможет Аллах, в 2017 году я там окажусь. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте currenttime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.